Так, у нас четвертое подправило. Четвертое должно быть. Четвертое. Аль-умур бимакасидиха первое. Второе было аль-ибра. Основа вилирада в желаниях, а не в фразах. И потом в договорах. Третье было в договорах. То, что принимается во внимание желания и мысли. Но, в принципе, насчет законов я еще чуть-чуть задержался, что буквальное понимание, вообще-то, в другом моменте, тоже сначала «И'малюль калям биль хакика». Любую фразу мы должны понимать как буквальном, когда при разговоре. В буквальном понимании, если уже это не понимается, или что-то не сходится, то тогда мы переходим на маджаз. На переносный смысл слова. Ты мне зубы не заговаривай, если уже понятно, что здесь уже что-то непонятно, да? И там, давай лапшу не вешай. Сразу уже понятно, здесь уже никак этот не сходится буквально. А в остальных мы все равно, ямалюль калям, то мы должны все равно биль хакика. То есть мы должны первые, конечно, при разговоре или при общении сразу понимать друг друга в буквальном понимании. А первый про намерение на дела, да? Да. Аль-макасид валь-и'тикадат. Опять-таки, аль-макасид. Я на арабском напишу. Есть же, которые у меня, да? На арабском нужны. Валь-и'тикадат. المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما معتبرة في الاعتقادات كما معتبرة في القربات والعبادات. Ну, мы про это чуть-чуть затронули, но сейчас мы поглубже это все с вами разберем. Аль-макасиду валь-и'тикадат му'табаратун фи тассарруфати валь-айбарат кама му'табаратун фил курубати валь-айбадат. Аль-макасид, опять-таки, намерение и акида, вероубеждение. Речь идет у нас о двух вещах. Намерение и вероубеждение. Это одно и то же или нет? Ладно, пока, значит, пишем. Аль-макасид валь-и'тикадат принимается во внимание. Принимается во внимание. В действиях. В действиях и словах. Также в, то есть принимается во внимание, также в поклонениях ибадат. Курбат. Так же, как и в поклонениях, можно сказать. Так же, как и в поклонениях, приближающих к Аллаху. Ну,
Все повторяется. У нас поклонение все в себя включает. Аль-макасид валь-и'тикадат. Намерение и вероубеждение, и'тикад, внутреннее состояние человека, зачем он это делает, ради Аллаха или нет, с каким это он убеждением делает. Принимается во внимание в его действиях и словах, так же, как принимается во внимание в поклонениях. Смотрите, человек, никах человеку, например, возьмем никах, он обязан жениться или не обязан? Положение. Если харам зайдет, то Но должен стремиться жениться, если не жена. В обычном состоянии, давайте так начнем, да? В обычном нормальном состоянии, то есть без напряга, без ничего, это сунна. Его действие, намерение обычное, то есть сунна. А если же у него пожар или боится то, что совершит зина, то есть его намерение уже что? Меняется. Намерение может совершить зина. Или намерение что? А его уже посещают плохие мысли. Уже все, становится его действие, что делается? Меняется. Меняется то, что ваджиб. Если у него намерение обмануть и на время, на недельку только попользоваться и уехать отсюда, это уже что? Харам. Обман, то есть обмануть, использовать. Если намерение в обычном состоянии, то есть нету никакого желания, старик 70-80 лет, живет сам по себе, жениться как? Мубах, состояние мубах, равной степени. Или даже если у него намерение ради Аллаха, чтобы все-таки, как Муаз ибн Джабаль радиаллаху сказал, если бы я знал, что мне осталось всего лишь 3 дня, все равно бы я эти 3 дня провел бы, будучи никахе, чтобы встретиться с Аллахом в состоянии женатого человека. Это уже все, у него уже сунна. Если человек просто так ходит, без никаких намерений, без никаких желаний, у него или мубах, или мустахаб, все зависит от чего? Видим, да? Все внутренний мир человека, как меняет что? Его действие. Правильно, да? И любой, вот, например, взять маказа, его желание, во многих действиях его намерение меняется. Например, если я знаю, что этот человек будет изготавливать из того винограда, который я ему продаю, вино, что? Мне макрух или харам ему что? Продавать. Из-за чего? Просто из-за того, что знание моего внутреннего мира, то, что из моего продукта он будет делать вино. Это уже нельзя. А по ханафитскому можно, да? Нет, по ханафитскому сам договор будет правильный, но сам человек грешный. Ханафиты разделили. Ханафитский масхаб делит между юридической стороной и вот этим намерением. А в других масхабах, ханбалийском масалят, у них все это объединяется, и они вот это намерение, у них еще пожестче. Вот это намерение разрушает юридически основу вот этого договора. Если человек продает виноград тому, кто делает вино, или же, например, тот человек, который знает, что продает, допустим, какие-то стройматериалы, а эти стройматериалы будут использоваться в постройке казино там, или в публичном доме, еще что-нибудь. Вот этот договор ханафитскому, то, что договор купли-продажи будет правильный, хотя он будет считаться грешник. А в других масхабах, вот их мутакаллимин, шафийском, ханбалийском, это вообще говорят договор батыль. Это договор ничтожный. Это то же самое, как кто продает вино. И в ханафитском это будет, это уже ханафиты здесь реально смотрят, он же вино продает, говорит, здесь при чем тут внутренний мир?
Не надо путать внутренний мир. Они говорят, то же самое же, если ты вино продаешь, договор же неправильный, то же самое стройматериалы. Они говорят, давайте не будем стройматериалы, краску и вино. Краска это краска, вино это вино. Вот. То есть ханафитские здесь обращают внимание на сам продукт. Например, у них во время джума, кто продает, у них договор неправильный, батыль, во время джума. Тот человек, который, если у него, они делят даже намаз, сокращаем же ханафиты в любом случае, да, сокращаем. Они говорят, сокращает намаз только в том случае, если у него халяльная поездка. Если у него харамное путешествие или харамная поездка, сокращать намаз не имеет права. Еще от чего? От внутреннего мира, от намерения. Если у него намерение грешное, значит это все влияет на его действие. Понятно, да? Аль-Макасид влияет на что? На его действие. И атикадат, то же самое и атикадат, его вероубеждение тоже будет влиять на его действие. Если он, например, зарежет барашка с бисмилля, ради Аллаха, это будет халяль. Если он же зарежет, например, ради такого, потому что ему там какая-то бабушка сказала, что в таком-то месте надо похоронить, ради шурахбили какой-нибудь там и занджабили, какой-нибудь, например, имя ему напишет, да, и все. И вот это он возьмет, курумуш, и все, и это уже харам. Что изменилось? Изменилось внутренний атикат, изменилось его внутреннее вероубеждение, что где-то делать ради халяль, ради Аллаха, а где-то ради харама. Еще какой можно привести пример? Ну, то же самое, как мы приводили в этом. Если он скажет, ты для меня как моя мать или жене. Опять-таки, от чего зависит? От его внутреннего понимания или внутреннего намерения и вероубеждения, как он на это смотрит. Если он говорит, для меня ты как моя мать, то есть как ухаживаешь, как смотришь, заботливая, то все, вопросов нет. Если он же для себя харам делает, тогда уже она становится, то есть ему надо будет 60 дней уразы держать надо. Все зависит, да? Но тем более в поклонениях и намерения уже здесь мы знаем, что любое намерение, как только что-то меняется, то уже все там разрушается. Насчет поклонения у нас сомнений нет, да? Намаз, если читает человек ради показухи, значит он показушник. Если он читает ради, например, хадж совершает только из-за того, что он показать, что он тоже хаджи был, потому что у него весь отдел уже были в хадже, а он еще, будучи начальником, не был еще в хадже. Все понятно, ради чего. То есть это насчет него, насчет поклонения у нас здесь, мы знаем, что в поклонениях намерение и вероубеждение обязательно, но мы должны понимать, что в наших внешних действиях, тасарруфат, также намерение и вероубеждение очень влияет. Если свидетельство говорит о неубежденном, короче, единственности Аллаха, да? Ну, Аллах согласен, да. Но то, что мы уже с вами про это говорили, это как бы отдельное правило идет. «Ида иджтама аль-касду вад-далаляту аль-каулия валь-фиалия тараттаба аль-хукм». Мы уже под это написали под отдельным пунктом. Это уже не будем повторяться. То есть, если у него намерение выходит через язык или проявляется на его внешних действиях, на него возлагается то действие, которое он уже совершает. Все. Потом небольшое исключение, но оно тоже очень нужное, особенно для вас.